Победа в Великой Отечественной войне далась дорогой ценой. Общие потери за годы Великой Отечественной войны именно в Советском Союзе составили свыше 26 миллионов человек. Предлагается почтить память погибших минутой молчания. Победный май еще не наступил, а в регионе уже начались мероприятия, посвященные Великой Победе. Перед началом турнира организаторы посвящают несколько минут истории. Именно такие моменты мальчишки запоминают лучше, чем на уроках за партой. Участие в сегодняшнем мини-турнире приняли 5 команд из Магаса и Назрани. Турнир посвящен 9 мая, где воевали наши дедушки из Ингушетии на войне, близкие люди. Мы должны их не забывать. Ребята играют по правилам мини-футбола, который мало чем отличается от большой игры. По сути, это уменьшенный вариант обычного европейского футбола. Здесь меньше игроков, легче мяч и период короче. На поле по 8 человек от каждой команды играют в 2 тайма. В перерыве бурные обсуждения, стратегии и разбор ошибок. Главное спокойствие, без агрессии, все хорошо, давайте. Все, давай, играем. Здоровое поколение – будущее нации. Поэтому эти ребята свое свободное время предпочитают проводить на поле и спортивных площадках. Готовились уже 2 недели к футболу. Нам сообщили, что будет турнир. Это, как бы, получается, уже 2-й раз проводится этот турнир. Готовились, дети очень были заинтересованы. Ну, так сказать, футбол – это самый популярный вид спорта в наше время. Поэтому детям очень интересно, постоянно после урока заходят, просят, чтобы мы с ними поработали, индивидуально поработали, чтобы тренировки проводили. А вот сегодня пришли, думаю, мы готовы, посмотрим, что из этого выйдет. Даст Бог, все будет хорошо. Самые захватывающие моменты начались на последних минутах 2-го тайма. Счет игры открыл нападающий команды первой школы Магаса Даниил Васильев. Для нашей команды игра прошла очень хорошо. Мы очень часто прессинговали, шли в бой, не сдавались. Вот. Последний гол получился очень тактически правильный. Мы напрессинговали их и получилось забить гол на пустые ворота. Подобные турниры помогают юным футболистам набраться опыта, улучшить стратегию и тактику игры. Организаторы спортивных соревнований – Пограничное управление ФСБ России совместно с Управлением ФСБ России по Ингушетии. Соревнования, проводимые сегодня, становятся уже традиционными. Безусловно, это очень важно для детей, так как любое спортивное мероприятие формирует любовь к спорту и приверженность здоровому образу жизни. Победа над германским фашизмом и японским милитаризмом явилась событием величайшего исторического значения и стала важным рубежом в судьбах всего человечества. Мы с уважением чтим подвиг советского народа и стараемся передавать память о нем молодому поколению. По итогам соревнований победителей наградят кубками начальников органов безопасности Ингушетии, медалями и грамотами. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.